Саид находился в зале ожидания в аэропорту города Джидда после выполнения обряда хаджа, и напротив него сидел другой паломник. Он сказал Саиду: «Я работаю подрядчиком. Поистине Аллах облагоденствовал меня хаджем и в этом году. Это мой 10-й хадж». Саид поздравил его с хаджем и пожелал, чтобы Аллах принял его хадж. Тогда паломник спросил Саида, совершал ли он хадж до этого. Тогда Саид ответил: «О, брат, моя история о моем хадже длинная, и я не хочу загружать твою голову ею». Засмеялся паломник и сказал: «Брат, ради Аллаха, расскажи мне о ней, ведь мы же ничем не заняты, кроме как ожиданием вылета». Саид засмеялся и сказал: «Вот с ожидания и начинается моя история. Я ждал долгое время до того, как совершил хадж. После 30 лет работы в частной больнице я смог собрать средства, чтобы совершить хадж. В один из дней ко мне пришла одна из матерей больного параличем, которого я лечу. Она была озабочена и печалена, и она сказала мне: «Да сохранит тебя Аллах, о брат Саид, это последнее наше посещение в эту больницу». Я был удивлен ее словами и подумал, что она недовольна моим лечением ее сына, и то, что она задумала перейти в другую больницу. Она сказала мне: «Нет, брат Саид, Аллах свидетель, что ты был для моего сына мягче отца, и твое лечение очень помогло, после того, как мы уже потеряли надежду на его излечение». И она ушла опечаленная. Тогда паломник удивился и прервал Саида, сказав: «Какая она странная! Если она была довольна твоим лечением, то почему же она оставила его?» Саид ответил: «Это то, о чем я думал, и то, чем занимало мои мысли. И я отправился в управление больницы и спросил об этом. Выяснилось, что отец больного потерял свою работу и теперь не может оплачивать лечение. Тогда я отправился к главному и попросил продолжить лечение за счет больницы, но он отказал наотрез и сказал мне: это частная организация, а не организация пожертвования. Я вышел от директора опечаленным мыслями о этой женщине. Какое-то мгновение я стоял как копанный, затем я поднял голову на небо и воззвал к своему Господу, сказав: «О Аллах, Ты знаешь, что скрыто в моей душе, и знаешь, что нет ничего желаний для меня, чем совершение хаджа к Твоему дому и посещение мечети пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И я к этому шел долгие годы, но я предпочел эту бедную женщину и ее сына, так не лишай же меня своего блага». И я отправился на кассу и заплатил тем, что я собирал долгие годы, за лечение этого ребенка на 6 месяцев вперед. И сказал ей, что в больнице есть бюджет для подобных ситуаций. Тогда паломник был потрясен, и его глаза заполнились слезами, и он сказал: «Баракаллаху фикка и тебе подобным. Если ты пожертвовал всеми своими деньгами, как ты тогда совершил хадж?» Саид ответил: «Я отправился домой грустным, но радость заполнила мое сердце, потому что я помог женщине и ее сыну. И когда я заснул этой ночью, то увидел во сне, что я делаю обход вокруг Каабы, и люди дают мне салам и говорят мне: пусть Аллах примет твой хадж, о Саид. И я совершил хадж на небесах до того, как совершил его на земле. Я пробудился ото сна, чувствуя неестественную радость. И я восхвалил Аллаха за все и проявил довольство его решением. Когда я проснулся ото сна, зазвонил телефон. На связи был директор больницы и сказал мне: «Мне нужна ваша помощь. Глава больницы хочет совершить хадж в этом году, но он не едет без специального врача, а его врач отказался поехать, так как его жена в последней стадии беременности. Надеюсь, вы сделаете мне одолжение и будете сопровождать его в хадж». Я заплакал и пал с ужда, восхваляя Аллаха. Затем, подняв голову, я посмотрел на небеса и улыбнулся. И как ты видишь, брат, Аллах облагодетельствовал меня хаджем
И без каких-либо затрат и сверх этого мужчина настоял на том, чтобы я взял вознаграждение за то, что я проявил ему услугу. Я рассказал ему историю с женщиной и ее сыном, и он приказал лечить ее сына в больнице за его счет, а также вернуть мне мои деньги, которые я заплатил за нее. И также приказал, что в больнице был ящик для лечения бедных, а сверх этого дал ее мужу должность в одной из его фирм. «А видел ли ты благо больше благ Аллаха?» Паломник поднялся и поцеловал Саида в лоб, сказав ему: «Клянусь Аллахом, я никогда не чувствовал в своей жизни стыдливость, как чувствую сейчас. Я совершал хадж раз за разом и чувствовал, что я выполнил что-то великое, и что мое положение перед Аллахом растет после каждого хаджа. Но сейчас я понял, что твой хадж как 1000 моих хаджев, ведь я отправился к дому Аллаха. А что касается тебя, то сам Аллах позвал тебя к своему дому». И он повторял: «Да примет Аллах от нас и от вас благие дела». Это один из примеров прибыльной торговли с Аллахом. Дай Аллах всем, кто совершил хадж, чтобы Аллах принял его.